Здравствуйте, меня зовут Ольга Гармаш, и это передача, где мы с вами обсуждаем и рассказываем обычаи и традиции наших предков, а также то, как эти традиции находят место в современной жизни. Значение искусства в жизни народа огромно. В сложной исторической судьбе калмыков музыкальные инструменты переживали глубокие процессы утверждения индивидуальности и самобытности. История возникновения калмыцкой дамбры уходит своими корнями в глубокую древность. Дамбра и гармошка были у калмыков главными музыкальными инструментами на народных гуляниях. Дамбра – это самый любимый инструмент калмыков, который в настоящее время очень распространен в быту, в коллективах художественной самодеятельности и концертной практике. Дамбра – это самый распространенный и любимый калмыцкий инструмент. Она представляет собой деревянный двухструнный щипковый инструмент грушевидной или треугольной формы. Звучание у дамбры очень приятное и тихое. Силы звука хватает для игры в небольших помещениях, например, в кибитках. Овладеть исполнительскими навыками игры не представляло больших технических трудностей. Все это и послужило тем, что ее считают самым любимым музыкальным инструментом народа. Калмыцкая дамбра состоит из трех основных частей. Это вот корпус, бывает разных видов, треугольная, ромбовидная, округлой формы. Но сейчас в современности используются в основном треугольной формы. На корпусе у нас находится панцирь, подставка для струн, струны и резонаторное отверстие. Далее у нас идет гриф, на котором находятся порожки, лады и головка. На головке у нас имеются колки, которыми мы настраиваем дамбру. В современном оркестре используется два вида домбр. Это дамбра секунда и дамбра альт. Дамбра альт отличается более низким звучанием. Строй здесь в основном идет ми-ля, на секунде ля-ре. Вот. Следующий вид дамбры, сейчас, к сожалению, в оркестре не используется, дамбра прима. Отличается размерами. Дамбра прима – это по форме самый маленький инструмент, и по звучанию самый высокий получается. Садимся мы, ножки держим параллельно полу, ровно. Дамбра опирается в правое бедро, корпус придерживает правым локтем. Далее левая рука держит гриф, только вот две точки соприкосновения вот, между указательным и большим пальцем. Гриф. Ни в коем случае не прижимаем гриф. Вот такое расположение. Дальше головка грифа должна быть на уровне глаз играющего. Правой рукой как мы извлекаем звук? Значит, собираем 4 пальца на одном уровне. Сверху кладем большой палец. Вот получается такой купол. И теперь удар вниз 4 пальцами. Удар вверх большим пальцем. Движение кистевое идет. Вниз прямо толчок. Наверх мы подхватываем большим пальцем. Вниз прям активнее идет движение. Еще раз напоминаю, кистевое движение. Левой рукой подушечками пальчиков мы нажимаем на нижнюю струну. Вот поочередно передвигаем руку. Большой палец все время находится в спокойном таком положении.
ноты расположены на грифе в таком порядке. Допустим, в дамбра секунда. Здесь строй ля, ре. Значит, ре открытые струны. Ре, ми, фа, соль. Есть различия, когда обучаются дети и когда взрослые. Дети могут уже в течение месяца начать играть. Взрослых у нас есть экспресс-курс, на котором мы за 5 занятий обучаемся. Но у них проще идет. Они не обучают нотную грамоту. Дети обучают нотную грамоту полностью, длительности нот, расположение нот на грифе, на нотном стане. Со взрослыми у нас просто идет изучение, просто ноты, они поэтому не углубляются. Поэтому все намного проще. И за 5 занятий, за 2 недели мы уже начинают первые мелодии играть. У кого 1, у кого 3, все от желания зависит. Калмыцкий народ создавал самобытное искусство, которое сохранялось в течение столетий. На формирование калмыцких инструментов оказывали влияние быт, нравы народа и его история. Калмыцкий фольклор и вместе с ним музыкальные инструменты переживали глубокие процессы ассимиляции и утверждения калмыцкой музыкальной культуры. В этом можно увидеть причину исключительного разнообразия и богатства инструментов, которые включают в себя как исконно калмыцкие инструменты, так и инструменты, взаимствованные, типичные для целого ряда народов. Среди них есть и простейшие инструменты, для которых использовались бесхитростные подручные материалы, а также сложные, которые изготовляли подлинные народные мастера. По мере роста музыкальной культуры обогащался и музыкальный инструментарий. Мюрренхур – это струнный смычковый инструмент, состоящий из корпуса трапециевидной формы, 2 волосяных струн и грифа, украшенного резным изображением головы коня. Смычок в форме лука снабжен пучком конских волос, натяжение которого регулируется правой рукой во время игры мюрренхуриста. Ядха – это многострунный щипковый инструмент. Название происходит от слова ятыган – лежачий, что характеризует положение инструмента во время игры. Ядха имеет от 5 до 8 струн. Под ними располагаются передвижные подставки из бараньих лодыжек. В зависимости от положения подставки меняется высота звучания струны и строй всего инструмента.
Звукоизвлечение возможно двумя способами. Либо защипывание струн пальцами, либо отбивание металлическими когтями, которые надеваются на пальцы. Первое упоминание о гармонии с колокольчиками появилось в 1866 году. Пассажиры парохода, плывущего по Волге вблизь Вольска, попросили капитана подойти ближе к берегу, затем, чтобы получше услышать игру на гармонике с колокольцами. Тогда на дорогих заказных гармониках стали появляться колокольчики, звучавшие при нажатии на кнопки аккомпанемента. Именно они и давали саратовской гармошке неповторимый голос. В 1998 году инструмент сняли с массового производства из-за отсутствия рентабельности, выполняли только на заказ и только для калмыцких музыкантов. Но уже в 2009 году на 17-м международном симпозиуме традиционных музыкальных инструментов народов мира прозвучал голос саратовской гармошки. Ее звучание покорило ученых-инструментоведов всего мира. Йочин – это род настольных цимбал трапециевидной формы. Тембр у йочина очень яркий и звонкий. Звук извлекается ударом тростниковой палочкой о тонкие медные струны. В музыкальном ансамбле йочин применяется то в качестве аккомпанемента, то как солирующий инструмент. Лимба – это старинный калмыцкий духовой инструмент, представляет собой поперечную флейту, изготавливаемую из дерева или тростника. Инструмент перехвачен кольцами из нитей, между которыми расположены отверстия. 10 пальцевых, 1 дульце и 1 посередине, которое придает тембру лимбы более серебристый оттенок. Тавшур – это старинный калмыцкий инструмент. Часто на нем исполняется музыка народных танцев. Корпус тавшура овальной формы, изготавливается чаще всего из как раз дерева акации, ивы, сосны или кедра. Верхняя часть корпуса тавшура обтягивается мембраной из телячьей или бараньей кожи. На тавшуре играют, ударяя пальцем правой руки по струнам. Значение искусства в жизни народа огромно и по своей исторической и художественной ценности. Калмыцкий же народ, опираясь на вековые национальные традиции, создавал самобытное искусство, которое сохранялось в течение столетий в народной памяти. Передаваясь из поколения в поколение, оно способствует сохранению лучших народных традиций.